بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Мы продолжаем изучение Китаб аль-Джами', книгу об общих предписаниях. Следующий хадис в этой главе. عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بسند حسن. Так от Ахмуда ибн Лабида, который сказал посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям: больше всего я боюсь для вас малого ширка. Это рия. Хадис передал Ахмад с хорошим иснадом, говорит Ибн Хаджар. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, указывает на то, что он больше всего боится в отношении мусульман. Чего? Того, что в их внутренние деяния проникнет такая вещь, как аш-ширк аль-асгар, то есть малый ширк. Малый ширк. Что это за малый ширк? Разъясняет пророк, алейхиссалату вассалям, им: малый ширк — это ар-рия. Что такое рия? Рия – это когда человек украшает свое поклонение, деяние поклонения для того, чтобы это видели люди. Желая понравиться людям, получить расположение людей. Вот это вот рия. Если человек украшает свое поклонение, чтобы похвалили его люди. Можно шире дать определение. Вообще, если человек совершает свое поклонение на показ людям, чтобы похвалили его люди, пусть он не украшает его, просто он совершает его, не украшает его особо, но делает его, чтобы люди увидели, то это будет уже рия. Почему рия? Почему называется рия? Потому что человек заботится здесь о чем? О ру'ятун нас. То есть о видении его кем? Людьми. Заботится об этом. Старается понравиться им, приблизиться, получить расположение именно их. А если человек говорит слово какое-то, чтобы похвалили его люди, будет ли это рия также или нет? То есть, да, он совершает какие-то поклонения, которые видят люди, на показ людям, это рия. А если это в виде слов, которые он произносят, богоугодных слов, произносимых им ради похвалы людей, будет это рия. Это тоже будет рия. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит: «Ман самма самма Аллаху би, уман ра'a ра Аллаху би». Тот, кто говорит, чтобы его услышали, Аллах сделает так, что его услышат, то есть о нем услышат, то есть обесславит его. Кто хочет, чтобы о нем услышали, Аллах сделает так, что о нем услышат, то есть обесславит его. Кто хочет, чтобы его видели, то есть совершает деяние на показ, Аллах субхану тааля сделает так, что его увидят. Хорошо? То есть это угроза от Аллаха субхану тааля. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, в этом хадисе указание на доброту пророка, алейхиссалату вассалям, на его сочувствие в отношении его уммы, его общины. Потому что смотрите, как он переживает. «Инни ахвафу ма ахафу алейкум». Больше всего я боюсь за вас, в отношении вас. То есть переживает и боится, как он заботится, стремится к благу своей уммы. Другой вывод из этого хадиса, что плохие поступки, прегрешения, они не все одинаковые. Есть, которые страшнее. Есть страшные, есть более страшные. Доказательство «инна ахвафа ма ахафу алейкум». Поистине, наиболее страшное, чего я боюсь для вас, в отношении вас. Смотрите, указание на то, что значит, эти деяния плохие, они не все одинаковые. Хорошо, есть плохие, есть еще хуже. Дальше в этом хадисе указание на то, что ширк делится на две части. То, о чем мы с вами говорили, что ширк делится на две части. Пророк, алейхиссалату вассалям, дал определение здесь. Аш-ширкуль асгар, малый ширк. И большой ширк, великий ширк, аш-ширкуль акбар. Как отличить, в чем отличается большой ширк от малого ширка? Мы скажем,
Есть ли критерий? Да, конечно, есть критерий. Причем этот критерий может касаться хукма, то есть того, что вытекает из этих двух вещей, большого ширка и малого ширка, может касаться различия в самой сути. Понятно или нет? Отличие между большим ширком и малым ширком, как в хукме, то есть в том, что вытекает из суждений, хорошо, из законоположений в связи с этими двумя видами ширка, и отличаются они вообще друг от друга по своей сути, по определению, тоже отличаются. Что касается отличия их по сути, то что такое ширкуль асфар? Малый ширк. Малый ширк – это то, что является путем к большому ширку. Вот что такое малый ширк. Это его определение сущностное, по сути своей. Малый ширк, ширкуль асфар – это то, что ведет к большому ширку. То есть малый ширк постепенно человека доводит до того, что он начинает совершать большой ширк. И сказано здесь малый ширк рия. Да, одна из форм распространенных самых это малого ширка, это рия. Потому что рия – желание, чтобы люди видели тебя. Желание, чтобы люди похвалили тебя за твои действия, за твои слова богоугодные. Это рия, малый ширк, постепенно приводит человека к чему, что он уже начинает поклоняться потом людям. То есть его поклонения посвящены людям. Его религия вообще посвящена кому? Посвящена людям, а не Аллаху Субхану ва Тааля. То есть малый ширк – это то, что ведет людей постепенно их к большому ширку. Ибн аль-Кайим называет рия, вот такие формы, когда он малый ширк, еще называет это ясиру рия, то есть легкие формы рия, которые проникают в поклонение. Да, то есть бывают какие-то действия у человека, которые он совершает не ради Аллаха Субхану ва Тааля, проникает туда рия и разрушает именно это деяние. Рия, когда проникает в деяние, то разрушает именно это деяние, делает его тщетным. Хорошо? Но бывают тяжелые формы рия. Это когда уже человек, что полностью деяние совершает ради людской похвалы, ради людского мнения. Тогда это уже тяжелые формы рия, это уже привело его, получается, малый ширк привел его к чему? Уже к большому ширку, который выводит человека из религии. Это различие или определение малого ширка с точки зрения чего? Самой сущности. Хорошо? Итак, малый ширк – это то, что ведет к большому ширку. Большой ширк – это когда поклонение посвящается, что не Аллаху Субхану ва Тааля. Уже. Это различие в определении. А еще есть различие, мы сказали, в чем? В последствиях, в хукме. Да? К тем хукмам, которые вытекают из этих двух видов ширка. Какое определение или какое отличие малого ширка от большого? Что малый ширк, он не выводит человека из религии ислам. То есть человек, который совершил малый ширк, он не становится неверующим, не становится кафиром, чтобы сказать, он уже не мусульманин. В отличие от большого ширка, большой ширк делает человека неверующим со всеми вытекающими отсюда последствиями. Малый ширк, как мы сказали, он ведет человека к чему? К большому ширку, являясь средством к нему. Другой пример малого ширка, давайте вспомним. Это что? Ат-тамаим. Что такое тамаим? Ношение амулетов. Ношение амулетов. Ношение амулетов, каков хукм ношение амулетов? Большой ширк или малый? Малый ширк. Само по себе это малый ширк. Да? Но, как мы сказали, определение малого ширка, он, который ведет, является следствием к большому ширку. Человек носит амулеты, полагая, что это причина. Причина, посредством которой Аллах отводит от него, например, с глаз. Хорошо? Он не считает, что этот амулет сам по себе способен оказывать влияние, распоряжаться в мироздании наряду с Аллахом Субхану ва Тааля. Нет, он считает, что это лишь причина, по которой Аллах Субхану ва Тааля защищает от сглаза. И это малый ширк. Почему? Потому что это средство, потом путь к чему? К большому ширку. Потому что человек здесь установил в качестве причины то, что не является причиной, не сделано Аллахом причиной. Аллах не сделал причиной спасения от сглаза что? Амулеты. И этот малый ширк ведет его к большому ширку, потому что
приведет к чему в итоге? Что человек будет думать потом, то, что мы сказали, что эти амулеты действительно, они способны самостоятельно приносить пользу или возвращать вред, владеют вредом и пользой, распоряжаются во Вселенной и так далее. Это приведет его потом к убеждению большого ширка. Следующий вывод из этого хадиса – запрещенность рия. Тахриму рия, запрещенность рия. Рия не просто порицаемое действие. Рия – это харам, потому что сказано ширкуль асгар, малый ширк. Вопрос, относятся ли рия, то есть это показное благочестие, к тем деяниям, к тем грехам, которые находятся в группе тех деяний, которые по воле Аллаха Субхану Тааля могут быть прощены человеку, если Аллах захочет. Или Аллах накажет, или простит. То есть тахта машиятиля, под желанием Аллаха Субхану Тааля, если человек умрет, не покаявшись в этом грехе. Мы с вами говорим, большой ширк, например, это такое деяние, которое, если человек умер, совершая его и не покаялся в нем, или куфр, если человек совершил его и не покаялся в нем и умер, возможно ли, что там Аллах Субхану Тааля простит его за это? Нет. Нет за это прощения. Это никак не связано уже что с прощением. Все. А вот малый ширк, ария, относится ли к деяниям таким, которые, если человек, да, не покаялся и умер, могут быть прощены Аллах Субхану Тааля и находятся под волей и желанием Аллаха Субхану Тааля или нет? Вот здесь вот есть разногласия среди ученых. Хорошо? То есть, может ли быть так, что человек совершал рия, и Аллах простит его, даже если он не покаялся, или обязательно взыщет за это после смерти с него Аллах? Мы сказали, есть хиляф, то есть разногласия. Есть хиляф, есть группа ученых, которые говорят, но ведь Аллах Субхану Тааля говорит, «Инна Аллах ла ягфиру юшрика бихи, ва ягфиру мадуна залика, лиман яша». Аллах не прощает, когда ему предаются товарищей, совершают ширк, но прощает то, что меньше этого кому пожелает. И здесь, говорит они, речь идет о большом ширке именно. Почему? Потому что Аллах Субхану Тааля говорит, «Иннаху ман юшрик билля, факад харрам Аллаху алейхи аль-джанна, ва ма'ваху ан-нар, ва ма ли-залимина мин ансар». Поистине тот, кто предает Аллаху сотоварищей, совершает ширк, Аллах сделал для него запретный вход в рай, и прибежище его адский огонь, и нет беззаконников, помощников никаких. Ма ли-залимина мин ансар. То есть речь в аяте, поистине Аллах не прощает, когда он придет сотоварищей, прощает то, что меньше кому пожелает, говорит, они речь идет о большом ширке, потому что это большой ширк именно, когда делает запрещенным Аллах человеку рай, и что? Обязательно вхождение в ад навсегда для такого человека, не будет ему никаких помощников. А малый ширк, он входит в категорию каких деяний, которые под волей Аллаха Субхану Тааля. Может, Аллах Субхану Тааля простит их. То есть, как грехи. Хорошо? То есть, какими великими ни были грехи, которые совершает человек, они под волей Аллаха Субхану Тааля. Человек, если умрет, совершив их и не покается, может быть, Аллах Субхану Тааля простит. Если это не доходит до уровня куфра и ширка, неверия и ширка. Это мнение первой группы ученых. Но другая группа ученых говорят нет. Рия и вообще малый ширк названы ширком. Хорошо, да, это ширкуль асгар, но это ширкуль асгар, малый ширк, он не как большие грехи, он хуже, чем великие грехи. Хуже, чем великие страшные грехи, потому что Ибн Мас'уд, ради Аллаху Та'аля, смотрите, что говорит, «Лян ахлифа билляхи казиба ахаббу илейя минан ахлифа би гайрихи садика». Поклясться Аллахом, сказав неправду, мне легче, я вижу это менее страшным, чем поклясться не Аллахом, сказав правду. Поклясться Аллахом и сказать ложь, солгать, поклявшись Аллахом, это какой грех? Это большой грех. Кебира минар кебайр. Хорошо? Но Ибн Мас'уд говорит, сказать правду и поклясться не Аллахом, то есть клятва не Аллахом, это хуже. Значит, аш-ширкуль асгар, малый ширк, он хуже, чем что большие грехи. Хуже, чем большие грехи. Поэтому не может быть, что так же, как эти грехи, он тоже находился тахт аль-машия, то есть под волей Аллаха Субхану Тааля, по желанию Аллаха Субхану Тааля, если Аллах захочет простить, если захочет накажет после смерти. Потому что, еще раз, чем они объясняют свою позицию? Ширк, пусть малый, страшнее, чем большие грехи. Довод?
Слова Абдулла ибн Масуда, радиллаху та'аля. Чем они еще подкрепляют свое мнение? Этим аятом. «Инна Аллах ла ягфиру ай юшрака бихи, ва ягфиру ма дуна залика лима яша». Поистине Аллах не прощает, когда ему придутся товарищи, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. Смотрите, они говорят, «Ля ягфиру ай юшрака бихи». Не прощает ан юшрака. Ан. Вот это вот частица. Ан. Понятно? Она называется как масдария. Масдария, что это значит? Значит, глагол, который идет после нее, она превращает по смыслу в существительное, в масдар. По смыслу своему превращает существительное этот глагол. Понятно? Получается, «Инна Аллах ла ягфиру юшрака бихи», Аллах не прощает, «ан юшрака», юшрака это глагол, частица «ан», которая перед ним делает этот глагол каким? Чем? Существительным. То есть Аллах не прощает ширкан. Не просто существительным делает его по смыслу, а существительным, находящимся в неопределенном состоянии, накира. Хорошо? То есть смысл этого аята «Инна Аллах ла ягфиру ширкан». Аллах не прощает ширкан. Понятно? Ширкан в неопределенном состоянии стоит, накира. В контексте чего? Контекст чего здесь? Ля ягфиру. Контекст отрицания. Когда слово существительное в неопределенном состоянии стоит в контексте отрицания, то дает какое значение? Значение румум, всеобщности. То есть любой ширк. Не прощает любой ширк. Малый, большой и так далее. Хорошо, это они говорят, подтверждая то мнение, к которому мы склоняемся. Как бы то ни было, братья, учитывая тем более наличие этих двух мнений, человек, который совершает малый ширк, человек, который совершает рия, который не избегает показного благочестия, этой показухи, он находится в величайшей опасности. Величайшей опасности. Поэтому обязательно нужно спешить каяться в этом. А каяться это не просто сказать «Астагфируллах». Каяться это что? Это оставить это, не делать это больше. Это иметь твердую решимость к этому никогда не возвращаться. Это испытать сильнейшее сожаление в этом. Хорошо? Покаяться в этом. Во всех грехах вообще нужно покаяться, потому что у тебя нет гарантии, что Аллах тебя не накажет за них. Да, может быть простит, а может не простит. Но это ширк, пусть даже малый ширк, это что? Особый грех. Это особый грех. Особенно учитывая, что некоторые уляма говорят о том, что малый ширк, так же как и большой ширк, он что? Лейса тахталь машия. То есть не из тех грехов, которые, может быть, Аллах простит, а может быть, что накажет за них, а что обязательно за них накажут он. Теперь вопрос, хорошо, рия, если есть в поклонении, что будет с этим поклонением? Что будет с этим поклонением? Если рия проникает в поклонение изначально, то есть в своей основе вообще поклонение совершается ради кого-то, кроме Аллаха Субхану ва Тааля, ради людей, чтобы они увидели, чтобы им понравилось, чтобы они похвалили, то такое поклонение однозначно, оно какое? Оно несостоятельно, оно тщетно, оно сводится на ноль, нету его. Хорошо, доказательство это хадис аль-Кудси, известный вам, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ана агна шуракаи ани ширк». Я меньше, чем кто-либо нуждаюсь в сотоварищах. «Манамиль амалян ашрака». Ашрака фии маи гайри, если кто-то совершит какое-то деяние и придаст мне в сотоварищи в нем кого-то еще вместе со мной, таракту ширку, я оставлю его и его ширк. Хорошо? Даже садака. Хорошо. Если человек дает это для того, чтобы люди сказали, щедрый, молодец, дает милостыню, это деяние не принимается Аллах Субхану ва Тааля. Итак, если человек стал совершать намаз изначально, он стал совершить его, чтобы люди сказали, молодец, молится, совершать намаз. Что мы скажем? Это поклонение будет недействительным, будет тщетным, да? А если в процессе поклонения примешалась рия, в процессе поклонения, то есть человек, начал ради Аллаха Субхану ва Тааля намаз, но потом примешалась рия.
то есть показное благочестие. Он стал читать лучше или совершать лучше рукны, чтобы люди сказали, молодец, как он хорошо это делает. Что тогда? Вот здесь вот говорят некоторые уляма, что все равно, если его основа, то есть все равно он осознает, что он делает это ради Аллаха Субхану, но примешалось как-то чуть-чуть вот этого рия, закралось, то тогда это уменьшает награду. Хорошо? Или полностью лишает его награды. Если поклонение не будет действительным, но он лишается что? Награды за него. Если это уже более тяжелые формы, вот что тогда? Тогда смотрите. Если речь идет о намазе, намаз это такое поклонение, которое является целостным. Предположим, если человек делал намаз, и вдруг на третьем ракате у него испортилось омовение, например. Что происходит? Намаз становится недействительным. Также, если примешалась рия к целостному какому-то поклонению, то все поклонение становится что? Недействительным. То есть этот намаз становится недействительным. Даже если он начал его сначала ради Аллаха Субхану, но потом примешалось. Стал он лучше, красивее совершать намаз, удлинять суджуды и так далее, поклонение стало недействительным. Если же поклонение такое, которое делится на части, то здесь та часть, которая была совершена искренне только ради Аллаха Субхану ва Тааля, эта часть принимается и получает награду за нее. А та часть, которая совершалась уже что? Для людей, эта часть уже не принимается. Пример этого садака, например. Предположим, человек хочет дать в качестве садака 1000 гривен. Хорошо? 1000 гривен. 500 гривен он дал искренне ради Аллаха Субхану ва Тааля. Вторые 500 уже присутствовал там рия. Это дал для того, чтобы люди сказали щедрый, помогает. Что из этого нарушается? Вся садака? Все 1000 гривен? Нет, 500. Хорошо, 500 вторые, это нарушается. Это что касается вот таких, которые делятся на части. Еще опасная также форма рия тоже, когда человек не совершает деяния, стремясь к похвале людей, а наоборот отказывается от деяния, боясь, что это будет рия. Хорошо? То есть он хочет совершить, предположим, намаз дополнительный, или какой-то другой вид поклонения, или дать садака, но говорит, я не буду делать это, вдруг люди подумают, что это рия. Хорошо? И вдруг это будет рия, и не делает это. Тогда это тоже что? Одна из форм рия, которую нужно избегать, нужно остерегаться этого. Человек вообще не должен оставлять поклонения, боясь рия. Не должен ты делать этого. Ты должен опираться на Аллаха Субхану ва Тааля, искренне посвятить Ему поклонение. Если даже какие-то мысли примешиваются от рия, от показного благочестия, если ты их не принимаешь, если ты отталкиваешь это, то тогда это не нарушит твое поклонение, не повредит тебе никак. Это будет джихад твой. Хорошо, это будет твоя борьба. Это не повредит тебе никаким образом. И может быть наоборот даже увеличится значимость твоего поклонения, награда тебе увеличится. Почему? Потому что шейтан пытался тебя склонить к рия, но ты что? Боролся, совершал джихад. Это что касается данного хадиса.